интервью с вами — это очень непростая история. Если бы мы были с вами в другом веке, я бы сейчас вызвала вас на дуэли. Не обидно, когда говорят безголосый Элвин Грей? Да ради бога, пускай Ради бога. хоть что говорят. Чак-чак или чизкейк? О, чак-чак. Не за интервью спасибо, за ваше сердце. Эйвор Палсдоттер, певица с таинственных Фарерских островов. Эти места большинство россиян даже и не знают. Вы первая фарерка, с которой я общаюсь. Очень необычно. Как я уже сказал, многие россияне не знают о Фарерских островах абсолютно ничего. Честно говоря, я и сам слышал только то, что эта холодная, ветреная и снежная страна находится между Шотландией и Исландией. А вообще, каково быть фареркой? Каково это — представлять культуру своей страны? Это моя родина. Я там родилась и чувствую себя ее частью. Она меня вдохновляет. Вы сказали, что там холодно, но на самом деле нет. Фарерские острова расположены в середине Гольфстрима, и, в принципе, температура воздуха зимой у нас никогда не опускается ниже нуля. И летом тоже. Вы знаете, какая средняя температура воздуха зимой в России? Да, я слышала, тут довольно холодно. Довольно холодно, да. Иногда минус 30 градусов. Да, я знаю. У нас не бывает такого. Но и летом тоже не жарко. Можно сказать, всегда прохладно. Температура колеблется примерно от 0 до 25 градусов максимум. И еще ветрено, да? Да, это все из-за Атлантического океана. На самом деле, многие люди считают, что Фарерские острова — это часть Исландии. Возможно, потому что эта страна — часть королевства Дании. Да, Фарерские острова входят в состав Дании, но наша культура сильно отличается. Плюс у нас есть свой язык, свое правительство, ну и так далее. Но тогда выходит, что вы частично датчане, но точно не исландцы. Нет, все же мы фарерцы. Мы автономия. Значит, культура датчан совсем не схожа с вашей? Нет, культура значительно отличается. Наши страны очень разные. Но мы входим в состав королевства Дании точно так же, как Норвегия и Исландия когда-то были его частью. Разные языки, разные культуры. Значит, культура и язык Исландии вам ближе? На самом деле, да. Исландский понять гораздо проще. И культура тоже гораздо ближе. Должен сказать, что о культуре Исландии в России знают все же чуть больше, нежели о Фарерах. Та же холодная погода, хоть вы и сказали, что там не так холодно зимой, как в России. Там тоже ветрено и, конечно, много вулканов. Например, Эйяфьядлаjökull. Я же правильно произнес? Да, довольно хорошо получилось. Для русских, если честно, произнести сложно. Я думаю, во многих странах испытывают трудности с этим словом. Мне кажется, ваш язык непростой. Я вот сказал, что буквально вчера пытался прочитать слова ваших песен. В общем, я их прочитал и решил переслушать. Пришел к выводу, что разница между буквами, которые я вижу, и звуками просто огромная. В связи с чем возник вопрос. А про русский язык, что вы думаете, знаете какие-нибудь фразы? Русский язык очаровательный, но я вообще его не понимаю. Но как он звучит, мне, безусловно, нравится.
Речь льется словно музыка. Да, звучит очень красиво. Я даже пыталась выучить парочку слов и предложений. Вчера новое выучила. Запомнили? Да. А нам скажете? Мне нужно сконцентрироваться. Я готова. I'm so glad to see you. Is it right? Yes, you're right. Good, actually. Все верно, у вас хорошо получилось. Unfortunately, К сожалению, я вообще ничего не смогу сказать на фарерском. Исландский язык, о нет. Могу научить вас на фарерском, если хотите. Давайте ту же фразу. yes, I'm so glad to see you. Det är gott. Я так рад вас видеть. Good. Идеально. Thanks a lot. Спасибо большое, я старался изо всех сил. Okay. We suppose and we believe that small Nordic states, little states and little islands in the north of Europe. Так сложилось. В общем, мы думаем, что добираться из маленьких северных островных государств до Европы нелегко. По крайней мере, нам так кажется. Буквально вчера я попытался узнать цену на авиабилет из Уфы до Торсхавна, это столица Фарерских островов. Серьезно? Вы собираетесь приехать? Нет, я просто готовился к интервью. Итак, как вы думаете, нашел ли я что-нибудь? Не знаю. Я вам покажу. Есть такое приложение, вы знаете наверняка. Здесь можно найти любой авиабилет в любую страну. Итак, из Уфы до Фарерских островов. Дата нам не так уж и важна. Попытаемся что-нибудь найти. Сейчас, пару секунд. Сначала придется добраться до Исландии или Дании, в любом случае. Да, похоже, что сегодня долететь до вас вполне реально, потому что вчера результатов не было вообще. У меня ничего не получилось. Но цена — 227 тысяч рублей. Это примерно 3400 евро. Вот как. Да, именно поэтому я думаю, что добраться туда непросто. Да, это довольно дорого. Дорогое место. Также дорого добираться и до Норвегии, Исландии. Да, сравнительно дорого. Добраться можно только с пересадкой в Исландии или Дании. Но когда ты прилетаешь на Фарерские острова и видишь эти горы, там повсюду горы. Немножко трясет. Серьезно? Да, но когда приземляешься, понимаешь, как вокруг красиво. Вы уже бывали здесь, в Уфе? Насколько я знаю, нет. Я была здесь примерно 6 лет назад, тоже давала концерт. Я прекрасно помню, Россия меня впечатлила, словно это происходило в сказке. Сказка? Серьезно? Да, тогда я была в России впервые. А вы знаете что-нибудь об этой местности? О городе, о нашем регионе? Очень мало. На самом деле, это очень необычный регион. Да, я слышала об этом. У нас очень красиво, но бывает холодно. В Башкортостане тоже много гор, рек и озер. Это все очень захватывающе. Здесь проживает более сотни национальностей с различными культурными обычаями и со своим языком. Помню, что когда в прошлый раз приезжала, мне говорили об этом. А вы смотрите телевизор? Нет, очень редко. Но хотя бы иногда. Бывает. Я почему спрашиваю? Очевидно, что существует некая информационная война между Россией и западными странами.
Вы согласны? В СМИ какое-то напряжение. Еще, конечно же, США. Я имею в виду пропаганду, которую обеспечивает телевидение и другие СМИ. Вы слышали об этом когда-нибудь? Я не уверена. Я задал этот вопрос, потому что летом встретил парня из Ирландии. Он приезжал в Уфу на свадьбу друзей и рассказал мне, что его жена не разрешала лететь в Россию. Она настаивала на том, что это очень опасно. В России? Да, она считает, у нас жестокое правительство и злые люди, русская мафия и все такое. Она сказала, тебя там убьют или посадят в тюрьму. Но он все равно приехал, понял, что на самом деле все совсем не так, и почти влюбился в Россию. Итак, неужели вы ничего не слышали об антироссийской пропаганде на европейском телевидении? Я, конечно, слышала немного об этом, но у меня столько друзей, которые были в России, что у меня и мысли не возникало о том, что тут как-то ужасно. Потому что всем моим друзьям-артистам тут нравится. Они рассказывали мне потрясающие вещи о России. Но это безумно. Я не знала, что все так плохо. Ну и слухи. Мне кажется, Фарерские острова — единственное место, где нет антироссийской пропаганды. Я-то путешествую много, часто бываю в Европе, и, к сожалению, обычно эта пропаганда действительно работает. Но и то же самое в России, конечно. Я должен сказать, у нас очень активная антиевропейская пропаганда. Это, безусловно, большая проблема для нас. Но мне кажется, культура, отношения между людьми и музыка — это категории вне политики. Итак, вы приехали дать свой концерт в Уфе. Давайте поговорим о вашей музыке. Готовясь к этому интервью, я пытался найти что-нибудь о вашей музыке, я много слышал, и, к сожалению, не смог определить тот жанр, в котором вы выступаете. Так хорошо же. Смешано много стилей. Рок, джаз, фолк, иногда даже кантри. Почему так? Мне нравится разрушать границы между жанрами. Я люблю соединять разные стили, и как артист я постоянно ищу новый звук, новую волну. Пытаюсь самовыражаться. С тех пор, как я пою, я тогда еще была маленькой. Мне было всего 15, когда я выпустила первый альбом. Меня вдохновляли мои корни, народные песни Фарерских островов. И после этого я постоянно исследую различную музыку, изучаю, смешиваю разные звуки и инструменты. И мне кажется, музыка, которую я пишу сейчас, то, что получается сегодня, это все то, что я нашла и попробовала совместить. Она становится чем-то, у чего есть множество источников и корней. Your music is the expression of your feelings, or maybe your music is something like about what other cultures and other music express to you. So your music is expression of your. Ваша музыка — это выражение чувств. Maybe your music is a thing something like other music of other people. Или то, что диктуют другие культуры и другие жанры. I think it's both, but mostly for me it has to come from you. Okay. And I have always. Я думаю, и то, и другое. Но по большей части это то, что исходит от меня лично. Я всегда остро чувствовала контрасты в музыке.
Люблю рок и что-нибудь энергичное, но мне также нравится и легкая, спокойная, романтичная музыка. И поэтому я люблю смешивать все эти элементы между собой. И, вероятно, это потому, что я с Фарерских островов. Наша страна тоже полна контрастов. Она очень нежная, красивая, но в то же время погода у нас непредсказуемая. А вы что-нибудь знаете о русской музыке? Знаю, но совсем мало. Мало это... Я знаю Стравинского, и я очень люблю мужские военные оркестры. Обожаю их слушать. Но я почти ничего не знаю о российской музыке. Мне определенно нужно ознакомиться с ней. То есть вы не можете назвать кого-нибудь из наших современных артистов? Не сейчас. Но вы точно ознакомитесь? Да, конечно. Вы стали известны на Фарерских островах, когда вам было примерно 12 лет, в довольно раннем возрасте. И я слышал, что вы даже стали человеком года у себя на родине. Да, это правда. Получается, что вы символ Фарерских островов. В какой-то степени, да. Я уже говорил, вы первая с Фарерских островов, кого я встретил. У нас не так много жителей. Примерно 50 тысяч человек, если не ошибаюсь. Да. Я бы хотел вас познакомить с нашей музыкой. Вы можете прислать мне пару ссылок в интернете. Я пришлю, обязательно. Но на самом деле, сейчас, если вы не возражаете, я хочу попросить вас спеть. У нас есть гитара, мои коллеги сейчас принесут ее. И если вы не возражаете, я сыграю вашу песню. Я попытаюсь сыграть вашу песню, а вы, если вы не против, споете. Мы немножко подготовимся, пока нам принесут гитару. Вы играете на гитаре? Я пытаюсь. Так это же круто. Не очень хорошо получается. Играю на гитаре так же, как и говорю по-английски. Не очень хорошо. Спасибо большое. Вы готовы спеть? А какую песню? Я попытаюсь. Я знаю, что вы предпочитаете третий лад. Хорошо, пусть будет так. И я не хочу называть эту песню. Думаю, что вы легко догадаетесь сами. Ого, какую вы выбрали. Да, я ее помню. Большое спасибо. Очень впечатляюще. Интервью с вами — это очень непростая история. Если бы мы были с вами в другом веке, я бы сейчас вызвала вас на дуэль. Не обидно, когда говорят безголосый Элвин Грей? Да ради бога, пускай Ради бога. хоть что говорят. Чак-чак или чизкейк? О, чак-чак. Не за интервью спасибо, за ваше сердце.